Тимур-Кутлуг, как и Тохтамыш, вел свою родословную из восточной среднеазиатской ветви рода Тука-Тимуридов. Несмотря на родство, их отношения были враждебными. Когда Тохтамыш взошел на Золотоордынский престол, Тимур-Кутлуг вместе с Эдиге и несколькими другими вельможами бежал из Золотой Орды в Чагатайский улус к Тимурленку. На стороне Тимурленка он воевал с Тохтамышем в Средней Азии и помогал самаркандскому правителю в походе на Орду, после которого Тохтамыш лишился трона и был изгнан. Победив Тохтамыша, Тимурленк поставил ханом над Ордой своего кандидата Куйрыджака и вернулся в Среднюю Азию. После его ухода Тимур-Кутлуг сверх Куйрыджака и сам стал ханом. Тимур-Кутлуг не обладал выдающимися талантами полководца, но его наставником и главным советником был Беклеребек Эдиге. Тимур-Кутлуг держался у власти лишь благодаря его поддержке. Тохтамыш настойчиво пытался пробиться к ордынской столице, чтобы свергнуть Тимур-Кутлуга и вернуть себе престол. Но Эдиге каждый раз успешно отбивал атаки Тохтамыша. В Вене хранится уникальный документ, изданный Тимур-Кутлугом, ханский ярлык, тюркский текст которого записан уйгурским письмом и сопровожден арабской транскрипцией красными чернилами. В этом ярлыке 1398 года Тимур-Кутлуг перечислял привилегии, предоставленные им Мухаммеду, сыну Байрам-Ходжи, который проживал в Крыму в окрестностях Судака. О том, кем именно был этот Мухаммед, сведений не дошло. Но известно, что в городе Крым прежде существовала мечеть, построенная этим деятелем в 1405 году у городских ворот. Тимур-Кутлуг умер внезапно, как утверждали, якобы от пьянства, но вероятнее, что за этим стоял Эдиге, разочаровавшийся в хане и пожелавший возвести на престол более послушного ставленника.